Президент России Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки российской экономики и граждан в условиях пандемии коронавируса. Наряду с выплатами семьям с детьми поддержку получит малый и средний бизнес. О том, как предприниматели восприняли пакет новых мер поддержки, насколько они помогут бизнесу смягчить удар пандемии, мы обсудим с Ириной Котенко, членом регионального штаба Общероссийского народного фронта, членом Координационного совета по предпринимательству при главе республики. Ирина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы относитесь к новому пакету мер поддержки малого и среднего бизнеса? Вы знаете, я отношусь очень хорошо, но осторожно. Почему? Потому что мы еще толком не смогли оценить этот ряд моментов. И хотелось бы, конечно, очень много уточнить. Почему? Потому что сказано всего общими словами, и много мер, которые предложены, для нас еще пока непонятны. Но если все это будет, и будет отмена налогов, что очень важно для пострадавших отраслей, если действительно предлагается списание многих ряда платежей, и это начнет действовать не завтра, с июня, с июля, а прямо сейчас, то это будет просто прекрасно. Почему? Потому что многие предприятия еле-еле держатся на плаву, тем более такие как общепит, услуги и производство. Просим обратить внимание прямо сильно именно на эти отрасли. А насколько объявленные меры помогут смягчить удар, нанесенный пандемией по бизнесу? Это несколько некорректный вопрос, насколько он поможет. Я думаю, если эти меры, которые мы сможем уточнить в ближайшее время, такие, какие именно будут платежи, кроме НТС, как скоро заработает эта линейка платежей и их отсрочка, как скоро будут выданы деньги, а не только как планируется с июня, с июля, тогда это действительно поможет нашему бизнесу, и 70-80% мы сможем спасти бизнес. А какие из мер по поддержке малого и среднего бизнеса вы считаете наиболее действенными и нужными сейчас? Первое очень важное предложение, которое озвучил Владимир Владимирович, это очень правильное принятое решение по снятию всех налогов за второй квартал. Это очень мудрое решение. И самое необходимое, то, что мы приняли именно севряне с большим воодушевлением, это снижение страховых взносов. Для нас это очень большая проблема. И вы знаете, самый тяжкий груз для предпринимателей Якутии. А это было сделано. Быстрее бы вся эта заработала цепочка и пришло в движение весь механизм принятия вот этих мер. Не на бумаге, не на словах, а именно в деле. Было бы намного лучше. А вообще, насколько наши предприниматели осведомлены о мерах господдержки, насколько полно пользуются ранее объявленными? Вы знаете, в этом году как никогда очень хорошо отработал аппарат уполномоченного и Минпред. Задействованы все цепочки связи. Это и интернет, это и группы WhatsApp, это проводимый форум деловой России, диалог с налогоплательщиками, где непосредственно все руководство налоговой инспекции вышли к предпринимателям и детально объяснили весь механизм получения налоговых послаблений. Очень хорошее мероприятие. Поэтому я думаю, что в данный момент 80% городские предприниматели соединены очень хорошо. По районам работаем через уполномоченных по защите прав предпринимателей, через координационные советы при главе местных муниципалитетов. Я думаю, что охват 90% составляет. Тот, кто недопонимает или кто-то что-то в чем-то сомневается, мы даем персональные такие консультации, индивидуальные. У нас сейчас в республике уже могут работать парикмахерские, химчистки, салоны красоты, обувные мастерские. Насколько наши предприниматели социально ответственные? Будут ли они соблюдать все меры предосторожности? По поводу парикмахерских и салонов красоты, вы знаете, уже давно заведено не только у нас в городе, но и в дальних улусах. Они все работают по записи. И такого столпотворения у них, либо работая на одной площади очень много парикмахеров, такого уже нет. И давно не наблюдались нарушения санитарных правил, это может подтвердить Роспотребнадзор. Я думаю, что они социально ориентированы на безопасность и тем более на продолжение работы. Все посидели дома, все хотят работать.
А насколько быстро после снятия ограничительных мер по времени может оправиться и восстановиться малый и средний бизнес? Вы знаете, далеко не быстро. Такие, как общественное питание, им понадобится очень-очень большое время. Дай бог, чтобы они уложились, в полгода, это минимум. А насчет производства и бытовых услуг, я думаю, им достаточно будет месяца 2. А с чем вот связано про общественное питание такие сроки? Общественное питание, у них, вы понимаете, вся работа связана с людьми, это специфика работы. И то, что предлагали сделать, перевести работу в онлайн, либо на доставку, это сама концепция работы общественного питания не предполагает этого. Люди приходят отдыхать в общественное питание, правильно? В рестораны и прочее. А сейчас, когда в течение месяца они уже ушли глубоко в минус, восстановиться будет очень сложно. И многие предприятия общественного питания, они же арендуют помещения, а аренда – это очень большой процент в трудозатратах. И плюс еще к тому же содержание людей. Ведь одно дело открыть точку услуг, и совершенно другое – открыть общественное питание. Ведь там очень большое количество рабочих мест. Не забывайте, там и официанты, и повара, и обслуживающий персонал. Поэтому сохранить то, что наработали, им будет очень тяжело. А в какой еще поддержке нуждается бизнес, или этих мер достаточно, и предприниматели сами в силе восстановить утраченные докризисные позиции? Вы знаете, самое основное, я еще все-таки предлагаю обратить внимание на пострадавшие отрасли. Не все включены в список. У нас нет полиграфии, которая сильно понесла тоже потери такие финансовые, и на них пока не обращают внимания. У нас есть еще очень много тех отраслей, о которых забывают. Вот хотелось бы детализировать эти списки. Это первый момент. И второе, я еще раз хочу повториться. У нас очень много арендованных площадей. И не только эти арендованные площади находятся у государства или муниципалитетов. Есть очень много частных предпринимателей, которые не могут пойти на снижение ввиду того, что они сидят в ипотеке, у них большие коммунальные платежи и прочие расходы. Хотелось бы, чтобы все-таки государство обратило и на них внимание, и на эти несколько месяцев субсидировали их коммунальные услуги и какие-то, возможно, налоговые платежи. Они действительно тоже пострадавшие отрасли, от них многие уходят сейчас, и неизвестно, сколько еще будут они стоять пустые и полупустые. Поэтому очень бы хотелось бы. И сразу попутно могу сказать еще о следующем. Но давайте внимание обратим на север, на Арктику, на предпринимателей, которые работают в сложных таких условиях. И, возможно, сейчас тот посыл идет к нашему правительству, чтобы обратили внимание на трудовой кодекс. Пожалуйста, обратите внимание на то, что социальную нагрузку не может нести бизнес вместо государства. Это оплата длительных отпусков, это оплата дороги и повышенные взносы, все равно социальные фонды. Может быть, стоит все-таки пересмотреть и убрать эту нагрузку с нас, предпринимателей. Это будет самый большой посыл для выживания. И в завершении нашего интервью, какие главные советы вы бы дали предпринимателям республики? Вы знаете, сами по себе предприниматели – это люди рискованные, это люди, которые в себе уверены в том, что они смогут организовать свое дело. Я думаю, что любые препятствия на их пути не дадут сломиться, опустить руки. И все равно внутренний посыл к тому, чтобы выжить и сохранить свой бизнес, у них это в крови. Поэтому я советую всем удачи и уверенности в себе. Ирина Владимировна, спасибо за беседу. Спасибо вам. Я напомню, мы говорили о поддержке малого и среднего бизнеса. Это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.